Мурат Паланкоев после очередной поездки в горы вновь за мольбертом. Под кистью известного художника рождаются древние ингушские башни, которые можно увидеть практически на каждой его картине. И вот однажды Паланкоев взялся изобразить старинное строение в натуральную величину. Для этого пришлось сменить кисть и краски на мастерок и камень, и работа закипела. Каменную красавицу, аналогичную одной из родовых башен Паланкоевых в горной Ингушетии, мастер построил у себя во дворе в селении Средние Чулыки. Высота башни от постамента до пика составляет 22 метра 27 сантиметров. А я по-ингушски, как старый, раньше строил. А зачем? Для чего построили башню? Ради интереса. Что, каждый раз в горы ездить не будешь смотреть. Возведение этой башни Мурат Паланкоев все-таки отошел от некоторых строительных традиций древних ингушей. Если раньше на возведение башни отводилось не более 1 года, то у современного зодчего ушло на это 9 лет. Связано это с тем, что практически все работы мастер выполнял в одиночку. Камни 1,5 этажа, первый и половина 2-го этажа сдор. Потом запретили вывозить камень, приходилось большие валуны привозить на той стороне речки. Там я их обрабатывал и завозил. Вот. Из-за этого время много ушло. А с гор камни их почти обрабатывать не надо. Там очень много подходящих камней. Мурат умелец, что говорится, на все руки. В рабочем кабинете, как называет художник свою мастерскую, можно увидеть много интересного. Картины, старинную утварь и всякие другие вещи. Не меньше интерес вызывает мастерская народного художника России Мурата Паланкоева, где мастер воссоздает предметы старины, в частности, оружие и доспехи. С непривычки неудобно, конечно, поначалу, где любой желающий может прийти и почувствовать себя древним воином. Идея с башни зародилась в далеком 65-м, когда Мурат Паланкоев, студент 4-го курса Алматинского художественного училища, впервые приехал в Ингушетию и увидел величественные древние постройки, поразившие до глубины души молодого человека. А уже сегодня Мурат, как знаток, опровергает одно из предположений историков. А вот то, что говорят, крышу делали снутри, кладку, неправда. Крышу снутри делать невозможно. Вы сами пришли к этому мнению? Конечно, я тоже не знал. Потому что везде все пишут и говорят, что вот делали крышу снутри, последний камень и плиту поставили снаружи. Это неправда. Зачем же над Машакуле оставили большие окна? Зачем они нужны? Смысл? Специально, чтобы спокойно человек может выйти. Юношеская мечта воплотилась. Осталось, по словам самого Мурада, делать интерьер, и музей, в котором можно жить, практически готов. Так как башня боевая, входа с 1-го этажа нет. Пройти в нее можно только со 2-го яруса. Внутри же ведет специальный лаз, правда он пока заделан. Появились в строении и признаки современности. Это электричество и газ. Теперь, по словам чудо-мастера, жить в башне будет не только приятно, но и комфортно. Такой